Арда Иналыпа, психолог, закончила факультет психологии и аспирантуру на кафедре общей психологии МГУ имени Ломоносова, а также курсы по психотерапии в Ленинградском институте психоневрологии имени Бехтерева. После учебы работала в Абхазском государственном университете, а затем в Институте курортологии. Перед войной вошла в исследовательскую группу психолингвистики в Абхазском институте языка, истории и литературы. Активно занималась общественной деятельностью. С 1987 года является членом правления молодежного творческого объединения первой неформальной организации в Абхазии. Участвует в Абхазском национальном движении. В 1988 году была избрана в первый состав Президиума Народного форума Абхазии. Работала в редакции газеты «Айдгылара». После войны вместе с группой единомышленников создает гражданскую организацию «Центр гуманитарных программ», в которой занималась психологической реабилитацией, исследованием общественного мнения, кросс-конфликтным грузино-абхазским диалогом, гражданским образованием и проблемами демократизации Абхазии. Арда Иналыпа – автор многих научных и публицистических статей по грузино-абхазскому конфликту и внутренним проблемам Абхазии. С 2007 года является членом Общественной палаты Республики Абхазия. Арда Шаловна, добрый день, добро пожаловать на нашу передачу. Спасибо. У меня к вам до начала лекции несколько вопросов. Насколько нам всем известно, сегодня многих родителей, у кого подростки, молодые ребята, со страхом думает о улице, которая во многом сегодня напоминает отравленные родники, как говорится. Родители боятся, не затянет ли улица наших детей, вообще какова эта улица. И я понимаю, что вопрос очень большой и сложный, но в то же время хотелось бы от вас услышать, что нужно сделать взрослым людям, родителям, хотя бы какой главный, может быть, первый шаг для того, чтобы уберечь детей от улицы, от первых опасных шагов именно подростков, чтобы уберечь? Ну, если коротко, я бы сказала, что ведущей деятельностью в этом возрасте является общение со сверстниками. Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя ограничивать это общение. Но быть информированным, знать, кто друзья твоего ребенка, обязательно нужно, и стараться понимать их увлечения, не спорить с ними, потому что это легко понять, очень часто вкусы очень меняются, и разные поколения предпочитают разные вещи, но все-таки стараться понять, выслушать, что нравится твоему ребенку, стать, в общем-то, человеком, с кем ему интересно было бы общаться. Это поможет не потерять контакт, это первая задача. И второе, что очень важно, в этом возрасте ребенок уже взрослеет, у него меняется потребность в новой социальной роли появляется. В семье несколько запаздываем мы с тем, что начинаем уважать личность и человека, который может сам как-то выражать свои предпочтения. Вот очень важно, чтобы в семье подчеркивали новый статус этого человека, молодого человека, но уже мнение которого важно для родителей. Я думаю, что тогда основные моменты взросления он будет проходить не на улице, а в семье. Но есть ли у нас основания сегодня вообще говорить о том, кто есть герой нашего времени? Я понимаю, что наша молодежь тоже в интернете и общается в этом интернет-пространстве. Она не изолирована, но тем не менее вот есть надежда на то, что пока еще наши какие-то традиции, обычаи, они еще действуют, они функционируют, и под влиянием находится и подрастающее поколение тоже. Но можно ли вообще говорить, что есть какие-то герои, вообще обобщенный какой-то хотя бы образ, какой-то герой, вот можно будет его выделить, или может быть это анахронизм, и уже поздно вообще говорить об этом, что уже другое время? Нет, это не анахронизм, я считаю, что всегда героическое как бы является важным компонентом социальной жизни и каких-то идеалов, к которым стремится общество. Что касается нашего времени, я бы, во-первых, конечно, считаю, что нужно изучить
да, те черты личности, которые воспринимаются как героические. Но, на мой взгляд, вот в нашем обществе, когда очень развиты какие-то очень схожие общие мнения, мне кажется, человек, который не боится высказать свою точку зрения, не боится защитить слабого, не боится все-таки вызвать на себя шквал критики, причем критика бывает довольно жесткая, я считаю, что это герой нашего времени. Есть психологи, которые считают, что женщины более конформны, чем мужчины. Это правда? На самом деле такой взгляд существует, но более и иногда, на первый взгляд, в экспериментах это подтверждалось. Но сегодня уже считается, что просто образ поведения женщин иное, более мягкое. Это связано с гендерной ролью, а не с конформизмом. Что касается конформизма, то здесь гендерных различий нет. Спасибо огромное. Добрый день, друзья. И снова кафедра. Мы продолжаем свои телевизионные лекции. Еще в 1937 году исследователь Олпорт насчитал более 50 определений понятия личности. Я думаю, что сегодня определений стало еще больше. С темой «Психология личности» психолог Арда Иналыпа. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела начать с того, что очень рада, что в своем выступлении психолог университета Сергей Борисович Пустовалов восполнил мое упущение и рассказал о работе, большой и очень важной работе по подготовке кадров, психологов, делает Абхазский университет. Фактически он превратился вот в такой единственный главный центр по подготовке кадров, и это очень важно, мы это очень ценим. Очень рада, что здесь работает центр и консультативной, и психологической поддержки. Итак, сегодня мы будем говорить о вопросах, связанных с психологией личности, и вопросах, которые относятся к области социальной психологии. Я назвала свою лекцию не просто «Психология личности», а «Психология личности, групповое давление и свободный выбор». Я хочу сегодня сделать акцент на тех моментах, когда человек, который всегда принадлежит к какой-то группе, всегда взаимодействует с окружающими людьми, не всегда осознает это влияние, которое существует и очень сильно оказывает формирующее влияние на то, какой личностью станет тот или иной человек, и на принятие решений, на оценки, на формирование норм, ценностей и так далее. Говоря о психологии личности, я соглашусь с Ириной Шотовной и скажу, что действительно огромное количество определений. Я бы сегодня не хотела заниматься их перечислением, просто скажу о том, что, конечно, вопрос о том, что является главным фактором формирования личности, он волновал не только психологов, но и философов, вообще мыслителей человечества. Что важнее, что больше влияет на то, каким в конце концов становится человек? Добрым или злым, агрессивным или пассивным, любознательным или нет, и так далее. Были теории, которые связывали формирование личности с развертыванием некой биологической программы, то есть так называемые биогенетические теории, которые говорили о том, что, в общем-то, основы формирования личности, они заложены уже при рождении. К таким теориям, например, относятся теория типологии личности по Кречмеру, по Шелдону, которые говорили о том, что наша психологическая конституция, наш характер, наши личностные предпочтения зависят от того, к какой телесной конституции, то есть к какому образу внешнему относится тот или иной человек. И вот Кречмер выделял астенический тип пикника, атлетический тип, и считал, что психология человека зависит от того, высокий, худой, с удлиненными формами человек, он более
сосредоточен на себе и более чувствителен и так далее. Там полный человек, он гедонист, любит удовольствие, любит вкусно поесть и так далее. Атлет любит физическую нагрузку и прочее. В чем-то он находил в себе подтверждение, находил какие-то группы людей, которые подтверждали как бы его предположения. И затем развивал его идею другой автор Шелдон, который сходные типы предлагал, просто их по-другому называл. Но со временем, конечно, наблюдение, описание личности, разнообразие личностной природы, конечно, не укладывалось в такую простую формулу. Можно отнести, в общем-то, и по большому счету психоанализ Фрейда тоже к биогенетическим теориям, который тоже говорил о том, что влечение, ид, оно, как он говорил, важная составляющая личности, фактически диктует основные процессы, которые происходят при формировании личности. Вот в прошлый раз я тоже об этом говорила, что структура личности по Фрейду – это бессознательное, оно, это эго, я сознательное, и сверхсознание, суперэго, которое тоже не осознается, как и наши импульсы и инстинкты. Сверхсознательное – это наши ценности, нормы, установки, которые мы не всегда осознаем. Был другой ряд теорий, которые, напротив, считали, что биологическое предначертание относится только к нашим телесным каким-то чертам, к тому, какой темперамент будет у человека, может быть, какие-то отдельные черты характера, но к тому, какой будет личность, каким он будет служить идеалом, какую выберет профессию, какой будет жизненный путь, все это складывается от того, с какими людьми он общается, как происходит его социализация. Социализация – это важнейший процесс становления личности, когда ребенок, общаясь с окружающими людьми, сначала это родители, потом это учителя и воспитатели, затем это его сверстники, коллеги и так далее, когда он воспринимает нормы, правила, которые царят в том или ином обществе, в котором он находится. И вот эти представители этих теорий считали, что, в общем-то, формирование личности зависит от того, какие навыки приобретаются в процессе его жизни, какие действия получают поддержку, какие, наоборот, осуждаются и наказываются. И от этого зависит то, какой будет структура личности в итоге. К этим теориям социогенетическим, как я сказала, первые были биогенетические, вторая группа теорий социогенетические, относятся теории бихевиоризма и такие авторы, как Торндайк, Скиннер, которые считали, что вот теорией научения можно объяснить природу человеческой личности. И вот третья группа – это, можно сказать, психологические теории, которые считали, что важны и биологические предпосылки, и социальное окружение, но очень важна и активность, собственно, человека, самого человека, который является не просто пассивным таким объектом разворачивания биологической программы или социального влияния, но и активным субъектом выбора тех или иных ценностей, направленностей, идеала и так далее. Эти теории относятся к психогенетическим теориям, и к ним относятся теории, например, которые некоторые откололись от психоанализа, последователи Фрейда, допустим, такие как Маслоу, Фром и так далее. Но один из очень ярких представителей этой теории – Карл Роджерс. С этим именем связана еще такая очень развитая и популярная психотерапевтический подход, который называется недирективная психотерапия. Карл Роджерс считал, что вот именно вот эта активность личности, она очень
важна, является одним из самых существенных факторов формирования той личности, которая, в общем-то, уже в зрелом возрасте принимает решения и осознанно выбирает деятельность и те действия, которые складываются в жизнь и биографию человека. Да, и Роджерс еще, у него очень важное допущение было о том, что природа человеческая все-таки включает и некоторые добрые импульсы. Если не мешать, если верно, правильно воспитывать человека, не зажимать его, давать ему раскрыться, то обычно этот человек вырастает в такого достаточно доброжелательную личность. Вот эта теория Карла Роджерса называется гуманистическая, поэтому психология, потому что основывается она на вере в то, что все-таки добрые начала – это присуще человеческому существу. Я бы сказала, что, наверное, вот в философском плане Карл Роджерс и другие представители гуманистической психологии, они близки к такому философу, как Кант, который говорил, что вообще человеческая жизнь – это величайшая ценность, самая большая ценность в мире, и что нравственность, она присуща человеку и развивается по мере взросления человека. Если говорить о тех определениях личности, об одном или двух из этих 50, то я бы, наверное, остановилась на том, что личность – это иерархия ценностей человека, иерархия мотивов его поведения. Хотя действительно есть такие более технические, что ли, определения личности, как совокупность некоторых черт и биологических, и психологических, и социальных, которые характеризуют человека, который осознанно принимает решения, действует и так далее. Говоря о формировании человека, я хотела бы сегодня остановиться на одном качестве очень важном, на формировании нравственности. Дело в том, что можно говорить об очень многих аспектах человеческой личности, которые формируются в течение жизни человека, начиная, естественно, в детском возрасте. Есть очень много теорий, которые говорят о периодизации формирования различных функций психологических. Здесь можно говорить и о формировании когнитивных качеств, памяти, мышления и так далее. Здесь, наверное, вы знаете, знаменитый французский психолог Жан Пиаже, который очень важные наблюдения делал в свое время, работая с детьми, когда он говорил о принципиальном отличии мышления ребенка от мышления взрослого, о его синкретичности, о невозможности встать на точку зрения другого человека и так далее. То есть очень много черт личности, которые действительно претерпевают очень серьезные изменения, формирование, вызревание, и этому можно посвятить каждой отдельной функции отдельную лекцию. Но сегодня я немножко хочу сконцентрироваться на том, что связано с нашими нормами поведения и, в частности, с моральными суждениями тоже. Я хочу вас познакомить с теорией формирования нравственности Кольберга. Лоренцо Кольберга, американский психолог, который вот изучал формирование нравственных оценок у ребенка, формирование его моральных суждений, разрабатывая целую серию экспериментов, где он задавал детям вопросы, где просил оценить поступки тех или иных героев, там, сказок или каких-то ситуаций, и просил оценить там собственные какие-то поступки, или спрашивал у детей, как нужно было бы поступить в той или иной ситуации. И вот результатом его исследований стала такая схема, что процесс формирования нравственности человека делится на 3 больших этапа. Сейчас я вам постараюсь это написать. Первый этап называется преконвенциональный. Конвенция – это как бы договор, соглашение.
И здесь, в этом первом этапе, две ступени. Первая – это ориентация на поощрение и наказание. То есть совсем маленький ребенок, допустим, там, до 3-4 лет, он считает правильными поступки, которые поощряются, и неправильные, за которые он может получить наказание. Второй этап – это как бы такая инструментальная ориентация на то, что я сделаю то, что потом, может быть, сделают и мне. То есть я дам конфету, а потом мне дадут что-то такое. Эта ступень называется инструментальная релятивистская ориентация. Относительность такая. Затем идет следующая ступень, собственно, конвенциональная. Стадия договора. Так, здесь тоже две ступени. 3-я и 4-я. Межперсональное подлаживание, так называется. И 4-я ориентация на закон и порядок. На этой стадии уже появляется образ хорошей девочки, хорошего мальчика, хорошего человека и так далее. Когда ребенок или молодой человек просто ориентируется на устоявшийся образ порядочного человека, такого, как все. Это поведение поддерживается, одобряется и так далее. Следующий этап, когда уже не только на вот эти образы ориентируется человек в своем поведении, но он признает конвенции, то есть признает договоры. Договоры в данном случае может быть, если я сейчас, вы видите, что перехожу от как бы индивидуального развития немножко на то, что эту схему можно перевести и на развитие общества. Да? Значит, вот 4-я стадия – это ориентация на законность и на законы. 3-й уровень – это постконвенциональный. Здесь уже как бы автономная мораль. Здесь ориентация на социальный договор. И 6-е – это уже самая высшая степень развития, ориентация на универсальный этический принцип. Значит, как идет формирование нравственности? Сначала какие-то поступки поощряются или наказываются, и ребенок очень как бы легко в этом ориентируется. Затем появляются взаимоотношения между людьми, когда ребенок видит, что если я что-то сделаю хорошее, то, в общем-то, и мне тоже сделают хорошее. Да? Второй этап – это когда уже признаются договоры и законы. 3-й – постконвенциональный, когда человек уже больше ориентируется на какие-то внутренние нормы, внутренние ощущения справедливости. 6-я стадия – это самый как бы высший этап развития нравственности. К нему мы можем отнести, да, допустим, Христа, Ганди, мать Терезу и так далее, когда уже не важно, есть законы или нет, да, прописаны они или не прописаны, поощряют за это или не поощряют, или, может быть, наоборот, наказывают. Но вот этот внутренний универсальный этический принцип уже интериоризирован, он находится внутри человека, и он просто ориентируется на понимание справедливости, на уважение достоинства, на равенство прав и так далее. В свое время, очень скоро, после того, как Кольберг опубликовал свое исследование, социологи подхватили эту работу и сказали, что ее можно применять к обществу, к развитию общества. Кольберг несколько сопротивлялся этому, но тем не менее это стало достаточно удобным таким инструментом в понимании того, на каком уровне находится не только формирование нравственности ребенка или человека взрослого, но и на каком уровне находится формирование общества. Иногда можно сказать, что какие-то этапы, они перекрещиваются, да, в каких-то областях ориентация идет на поощрение или наказание, в каких-то достаточно интериоризировано понимание справедливости и так далее. Как вы думаете, если вот говорить о нашем обществе, какой уровень наиболее характерен для нашего отношения к нравственному поступку, формирования морали, как вам кажется? Ближе к какому уровню?
Вторая стадия. То есть конвенциональная стадия – это стадия, когда, в общем-то, признается договор, значит, закон признается у нас на дорогах. Я была бы очень рада, если бы это была вторая стадия для наших водителей. В идеале это вторая стадия? В идеале, да. В идеале, может быть, это и дальше, но мне кажется, очень часто, когда, допустим, наши представители власти, общественных организаций, политики думают о том, как улучшить ситуацию на дорогах, мне кажется, используют, в общем-то, возможности всех уровней. Говорят и о поощрении, правильно, и о наказании, что нужно усилить наказание или дать поощрение тем, кто выполняет. То есть на уровне 3-4-летних детей, да, иногда приходится в обществе действовать. Потому что что получается? Во-первых, да, законы существуют, но есть вот такая детское понимание их, детское отношение, незрелое, инфантильное, что если меня не увидели, да, то это вполне морально. Да, человек себя не чувствует аморальным, когда он нарушает этот закон. Правда? Хотя на самом деле вот есть у него основания быть таким спокойным, как вы думаете? Вот как личности. Человек, который развивает скорость 200 км в час. Его никто не видит. В моральном отношении он человек сформировавшийся, потому что он несет угрозу и себе, и другим. Это очень серьезно, на самом деле это очень серьезно. И это неудивительно, что действительно во многих странах постепенно, вот что касается, допустим, вождения, со временем, с развитием общества все-таки идет вот эта интериоризация того, что человек сам, даже вне зависимости от того, есть знак или нет, да, есть пост ГАИ или нет, остановили или нет, он сам внутри понимает, что он не вправе рисковать жизнями ни своей, ни других. Я думаю, что и во многих других сферах мы могли бы найти моменты, где вот мы встречаем такое очень незрелое отношение, да, к общественному договору. И вот на втором, конвенциональной стадии, это вот можно сказать, что реальные законы в различных областях. Постконвенциональный уровень – это, наверное, уважение к нашей Конституции, где общие принципы, да, изложены о равенстве, о том, что государство помогает реализовать возможности человека, о помощи и так далее. Но я хочу вас вернуть еще раз к детскому возрасту и рассказать об одном эксперименте. Эксперимент в области детской психологии, который называется «Феномен горькой конфеты». Знаете вы об этом? Детям 3, 4, 5, 6 лет давали задание вытащить из коробки с отверстием шарик, но не рукой, а пользуясь определенной лопаточкой. Что было довольно сложно. Можно было, но сложно. Их сначала вот обучали это делать, но не у всех получалось. Практически ни у кого не получалось. Потом экспериментатор говорил: хорошо, я сейчас отойду, кто вытащит, тот получит конфету. И старались так, чтобы по одному ребенку выполняли это задание. Но надо сказать, что дети делились на разные категории, даже в таком юном возрасте, что говорит о том, что довольно рано начинается вот такая специализация и специфика вот такого нравственно-морального созревания. Некоторые дети, вот 20 минут отсутствовал экспериментатор, и они 20 минут упорно старались этой лопаточкой вытащить этот шар. Когда возвращался экспериментатор, они говорили, что не получилось. Но надо сказать, что таких детей было меньшинство, буквально там 2-3 ребенка. Другие дети все-таки пытались сначала, никогда не получилось, они брали рукой, вытаскивали. И когда приходил экспериментатор, он спрашивал: ну как, ты достал? Да, с помощью вот этого инструмента, лопаточки, да. Вот тебе конфета. И здесь дети тоже делились на несколько категорий.
на 2 в основном. Одни совершенно спокойно съедали эту конфету и говорили, какой хороший эксперимент, можно я еще раз в нем приму участие. А другие дети отказывались от конфеты. То есть они говорили, что да, я это сделал согласно правилам, но я не хочу конфету, он говорил. Экспериментатор спрашивал, а почему ты не хочешь конфету? Он говорит, потому что конфета горькая. Как вы думаете, вот этот ребенок, который сказал, что конфета горькая, на каком он этапе находится? Он находится на первом этапе, на втором именно. Когда ты мне, я тебе? Нет, я думаю, что он уже вот переходит сюда, когда у него есть образ хорошей девочки или хорошего мальчика. То есть он уже понимает вот эти общественные нормы. Да, ему очень хочется эту конфету, но и вот он как-то нарушил то поведение, которое он знает, что именно так нужно вести себя. То есть если нельзя обманывать, уже в этом возрасте дети знают, что нельзя обманывать. Но когда он все-таки нарушил, он понял, что он вышел из этого как бы образа хорошего ребенка, и он отказался от этого поощрения. Это уже начинается интериоризация вот этих моральных норм ребенка. Как вы думаете, вот что касается абхазского общества, какие еще особенности вот, отношения друг к другу, да, норм, то, что считается правильным или неправильным, какая есть специфика в нашем обществе? Вот здесь я сейчас знаю, что юристы тоже присутствуют, да? Как вы думаете, что вот такая особенность интересная, может быть, необычная нашего общества? Чаще всего руководствуются не законами, которые прописаны, да, а обычаями и традициями, которые сложились в обществе. Чаще всего этим руководствуются. 4-й пункт соблюдаться не будет. То есть никогда в нашем обществе. То есть вот так, они как бы вроде идут, такой парадокс получается. Вроде по очереди все идут, да, но без 6-го на самом деле. Не будет 4-го? Да, именно без 6-го соблюдаться 4-й никогда не будет. То есть ориентации на закон и порядок, в принципе, никогда не будет. Значит, вы ориентируетесь только на таких высоконравственных людей, у которых внутри потрясающее чувство справедливости, но такого ведь никогда не будет? Ну, такого не будет, но все равно человек, который не имеет какого-то морального устоя, то что, допустим, тот же самый пример, это не поднимать скорость, да, больше там 50 км в час. Он все равно, для него закон ничего не будет значить. То есть он знает о нем, не знает, все равно. Нет, но если опять вспомнить о том, что закон действует, допустим, его снимают, потом ему штраф предъявят или даже судебное преследование начнется. То есть закон может действовать и таким образом влиять на его поведение, на его выбор. Он, может быть, считает, что если меня не видят, я вполне могу нарушить его, да? Но он понимает, что его могут увидеть, про него могут сказать, его могут зафиксировать и так далее. То есть все-таки на самом деле вот ориентация на закон, на вот конвенцию, как вы сказали, что мы чаще ориентируемся на такие нормы обычного права, на национальные традиции, да, и это, конечно, существует. Да. Но это не всегда противоречит законам, потому что во многом, в общем-то, в историческом плане законы, они опирались на нормы обычного права, и, в общем-то, они, как и традиционные нормы, которые оберегали человека, да, помогали слабому, изгоняли преступников, то есть там нет такого абсолютного противоречия в некоторых нормах и так далее. Другое дело, что если представитель нашего общества считает, что эти законы, эти нормы должны быть односторонними, да, по отношению ко мне так, но я как бы не обязан другим, тогда это действительно получается нарушение закона в том числе, но мне кажется, это нарушение и норм тоже. Просто мы иногда путаем, да, считаем, что какие-то
явления, связанные с непотизмом, тем, что мы родственников продвигаем, что это очень как-то соответствует нашим национальным особенностям. Я, например, с этим готова спорить. Я считаю, что в абхазском обществе довольно справедливые были оценки авторитета и так далее. Вот его просто так по родственным отношениям не заработаешь в абхазском обществе. Поэтому у нас на самом деле очень много смешанное. Когда я вас спрашивала о том, какая специфика есть вот в отношениях и в оценках в нашем обществе, то я еще хотела вот услышать от вас, что есть некоторые, я бы не сказала, иногда использую такой термин, как криминализация, да, сознания в обществе, общественного сознания. Это слишком сильная формулировка, но я бы сказала, что проникновение некоторых норм, которые характерны для криминального сообщества, в нормы, так сказать, которые распространены в обществе, оно все-таки имеется. Да? Вот, и мы знаем, что некоторые идеалы, связанные с преступным миром, они распространены больше, чем можно было бы ожидать, если бы дети, подростки, юноши ориентировались на национальные нормы или на нормы закона. Поэтому это вот как юристы, я думаю, что для вас такая задача разобраться в этом и, в общем-то, с этим бороться, потому что элементы криминальных норм и правил, они всегда разрушительны для государства. И если в большом государстве это приобретало другие какие-то формы, и, являясь частью огромного государства, можно было бы как-то закрывать на какие-то вещи глаза, то для такого государства, как Абхазия, распространение и даже существование вот таких не осуждаемых обществом криминальных норм, это очень губительно. Поэтому я бы на самом деле вам советовала и вместе с психологами поработать, и как юристы тоже, как-то разобраться в этом феномене и понять и донести до общества то, что это уже, в общем-то, устаревший феномен, который, допустим, вот институт воров в законе, он вообще возник именно в тоталитарном обществе, в Советском Союзе, в других странах практически этого не было. И вне этой тоталитарной системы этот институт уже превращается совершенно в нечто другое, что разъедает наше общество и разъедает и мешает такому здоровому и естественному формированию наших норм и моральных оценок и установок. Теперь я хотела с вами перейти более конкретно к вопросам такого группового влияния и группового давления. В 50-е годы один экспериментатор, психолог американский, Соломон Аш, провел серию экспериментов, которые взорвали, можно сказать, мир и психологический мир в частности. Он определял давление мнения группы на мнение отдельного конкретного человека. В чем состоял эксперимент? Испытуемым на самом деле был один человек. Но он думал, что все, допустим, 7 человек, которые участвовали в эксперименте, они такие же люди, в которых в случайном порядке, допустим, из студентов или из прохожих попросили зайти там, в помещение университета для того, чтобы поучаствовать в психологическом эксперименте. Все остальные были, допустим, ассистентами психологической лаборатории, и они знали как бы свои задачи. А один человек на самом деле был испытуемым. Но экспериментатор задавал вопрос об очень простых вещах. Он предлагал картинки из линий различных, различной длины, и спрашивал, там, какие схожи по размерам или какие различаются, или какая там самая длинная, или какая средняя и так далее. И вот этого реального, истинного испытуемого он спрашивал в последнюю очередь, а перед ним высказывались все, допустим, 6 остальных испытуемых, но это были подсадные испытуемые. И они все давали неправильный ответ.
Если это был размер, они говорили другой. Если это был цвет, вот был такой, много вариаций этого эксперимента, когда предъявлялись объекты разного цвета, и вот эти подсадные как бы испытуемые, они должны были на синие объекты говорить зеленые. И когда приходила очередь вот этого настоящего искреннего испытуемого, то в 70% случаев, иногда в 60% случаев, этот человек тоже говорил зеленый на синий. И что интересно, что он, конечно, сомневался, когда его потом опрашивали, почему вы сказали, вы ведь видели. То есть это не значит, что человек вдруг видит что-то другое. Нет, он прекрасно видит, что это синий цвет. Но после того, как все высказались, он думает, что ну раз все так сказали, я тоже так скажу. Или, может быть, что-то я не понял. Или, ну, не буду сейчас я там как-то выделяться из группы и так далее. И потом много раз повторяли эти эксперименты. Я даже видела один эксперимент, где буквально белые и черные шары предъявляли, шары вот размера с бильярдный шар. И вот после того, как несколько человек скажут на белое черный, потом спрашивают у истинного испытуемого, и он говорит черный. Это просто удивительные на самом деле феномены, которые говорят о конформизме, то есть о том, что мнение группы может влиять, может менять наши действия и наши оценки, наши суждения, даже тогда, когда это влияние не, как бы не насильственно, никто не просил, да? Просто у человека просто спрашивали, скажите, какой цвет. Но он сам внутри, настолько мы зависим от того, в какой мы группе, что это часто влияет на наши оценки. Вот и почему я решила сегодня поговорить на эту тему и акцентировать внимание на этих экспериментах. Потому что мы часто не осознаем этого. Мы часто этого не понимаем, что на самом деле иногда мы высказываем не то мнение, которое присуще нам, к которому мы пришли благодаря нашему собственному опыту, нашим знаниям, нашему пониманию добра и зла, справедливого и несправедливого, а потому что так говорят окружающие. И после вот этого эксперимента Соломона Аша многократно его повторяли. Некоторые думали, что, может быть, это в какой-то культуре работает, а в какой-то другой нет. В разных странах, в разных социальных, из разных социальных слоев приглашали испытуемых, мужчины и женщины. Предполагалось, что женщины более комфортны, чем мужчины, но, в общем-то, это не подтвердилось при более тщательных исследованиях. И после вот этих экспериментов в 50-е годы исследования конформизма, вот этого явления, которое очень серьезно влияет на наши оценки и, собственно говоря, вообще на жизнь в обществе, они стали, в общем, неизбежным таким содержанием очень многих лабораторий по социальной психологии. Есть такое понимание, как сплоченность группы. С одной стороны, это очень хорошо. Вообще, мы вот в прошлый раз тоже об этом говорили, что у человека есть очень много потребностей, вот у личности очень много потребностей. Одна из вот таких базовых потребностей – это быть принятым в какой-то группе, да, принадлежать кому-то, относиться к какой-то группе, большой или малой группе обязательно. И у нас вот таких я-концепций, это называется, очень много. В принципе, если бы я сейчас вас попросила написать 5 идентификаций себя, допустим, я такой-то человек, я там, студент, я юрист, я девушка, я сестра и так далее, то мы, начиная с самой важной своей идентичности, потом идем к менее важным. Но в любом случае мы всегда являемся членами той или иной группы. А что называется группой? Группа – это совокупность индивидуумов, которые взаимодействуют и влияют друг на друга обязательно.
и которые могут воспринять себя как мы, в отличие от некоторых, которых они воспринимают как они. И вот мы всегда члены какой-то группы. Это большая группа, нация, вообще мы как бы люди, да, потом нация, граждане какой-то страны, жители города, вот, или студенты, представители какой-то профессии и так далее, и так далее. Но есть еще какие-то более тесные, да, референтные группы. Это могут быть не по профессиональным признакам, а, допустим, по своим по увлеченности, политические круги и так далее, и так далее. И вот, мне кажется, вот это знание о том, что чем сплоченнее группа, тем больше может быть давление на наше собственное суждение, оно очень важное, потому что оно заставляет нас не забывать о критическом мышлении. Вы знаете, есть во многие учебники по социальной психологии вошли примеры принятия очень нерациональных, очень жестоких и неверных политических решений. И то, как принимались эти решения, психологи изучали очень тщательно. Вот, например, один из примеров, когда Джон Кеннеди принял решение о том, чтобы высадить десант на Кубу. И изучали, как принималось это решение. Оказалось, что после изучения вот этих неверных политических решений даже сложился такой термин «огрупление мышления». Огрупление мышления. Огрупление как снижение его качества. Почему это происходит? Какие условия приводят к обгруплению мышления? Оказалось, что очень важно, что сама группа имеет несколько таких иллюзий о том, что они морально достаточно как бы высоко стоят, что они неуязвимы, что они обладают достаточной информацией, что противник, если речь идет о каком-то конфликте, слаб, недостаточно там развит и так далее. И в такой группе не приветствовались критические замечания. Хотя формально план, допустим, отдавался какому-то эксперту, у него были критические замечания, но они иногда даже высмеиваются. Вот рассказывали о том, что во время другой операций, тоже вот многих ошибок вот американских во время, там, допустим, войны во Вьетнаме, когда приходил человек, который был против такой агрессивной политики Соединенных Штатов, президент даже говорит: ну вот пришел человек, прекратите бомбить, который всегда говорит прекратите бомбить, перевел это в шутку и так далее, и он уже не чувствовал себя как-то настолько уверенным, чтобы действительно серьезно высказать свои возражения. Значит, вот это высмеивание информации, которая противоречит планам этой группы, оттормаживание. Потом есть еще обычно в такой группе человек, который занимается тем, что он просто не допускает информацию, которая может быть не приветствоваться, которая может разрушить план, которая может не понравиться лидеру и так далее. То есть оказывается, что на самом деле этот феномен огрупления мышления, он складывается из очень многих факторов. И если бы хотя бы один, и два там фактора не сработали бы, может быть, вот эти очень негативные и для имиджа этой страны, да, и для многих людей решения не были бы приняты. И потом, наоборот, выделили такие моменты в работе группы, и в частности политиков, которые обязательно должны присутствовать для того, чтобы решение не было неверным, чтобы решение не привело к каким-то негативным последствиям. Это и разделение группы на две или на подгруппы, чтобы они работали отдельно, чтобы они не давили друг друга и потом сравнивали бы, допустим, результаты в разных этих группах. Это отдельные, так сказать, эксперты, которые выслушиваются, и это выбор человека, которого называют адвокатом дьявола, чтобы он высказал все свои сомнения, которые есть по поводу плана. Это специальные такие сессии, когда спрашивают всех участников обсуждения
мышления, чтобы обязательно они высказали свои сомнения, даже самые слабые сомнения. То есть не оттормаживать критическую информацию. Вот мне кажется, что мы в нашей, я в основном привожу примеры из американской действительности, но мне кажется, что и для нас тоже мы часто встречаемся с этим феноменом огрупления мышления, когда люди не хотят воспринимать информацию, которая может поколебать их уверенность в своей правоте или которая может как-то повлиять на изменение планов и так далее. Но на самом деле это очень опасная тенденция. И вот вы еще молодые люди, я просто сейчас уже хочу вас, так сказать, настроить на то, чтобы вы никогда не забывали бы о важности критического мышления, о важности попытки посмотреть на эту же ситуацию со стороны, даже со стороны своего оппонента, противника и так далее. Это только поможет вам принять правильное решение. И уйти от этого вот группового давления, когда есть такая сильная групповая сплоченность, когда есть вот ощущение непогрешимости, правильности, знания и так далее, безупречности и прочего. Ну, как вам кажется, вот эти ошибки, связанные с кубинским кризисом и с войной во Вьетнаме, они изменили способы принятия решений в американском истеблишменте? Как вы думаете? Мне кажется, тоже не очень, потому что вот какое решение мы, может быть, вы не помните, но когда принималось решение о вторжении в Ирак, это был просто классический пример вот этого огрупления мышления, когда, если, конечно, не считать, что это все было сознательно, но на самом деле в принятии этого решения принимали участие и те люди, которые, допустим, к нефтяному бизнесу не имеют никакого отношения, но они тоже проголосовали за, потому что они без критики воспринимали ту информацию, которая служила вот этой идее, которая поддерживала вот эту идею. К сожалению, это мы наблюдаем и сейчас. И не только в американской политике, но и во многих других. Вот один экспериментатор, Стэнли Милграм, тоже американский психолог, в 1963 году провел очень важный эксперимент по подчинению, по феномену подчинения. И результаты этого эксперимента, они были очень неожиданными, и очень сложно было с ними согласиться, с этими результатами. К сожалению, психологи часто прибегают к обману, потому что для того, чтобы создать такую ситуацию, которая может отразить какие-то социальные установки, очень часто приходится не информировать испытуемого о реальных целях эксперимента. В данном случае также. Речь шла о том, что в Ельском университете изучалась способность запоминания. И вот это запоминание якобы формировалось, поощрялось, вернее, негативно поощрялось тем, что ошибки при припоминании вызывали удар током. Испытуемый должен был повторять какие-то слова, когда он ошибался, неправильно повторял, то его ударяли током. Значит, испытуемых, которых позвали к участию в этом эксперименте, их встречали, вот несколько человек собирались, их звали в этот университет, и среди них были два актера, которые играли роль профессора и одного из испытуемых. Разыгрывалось как бы с помощью жребия, кто будет запоминать, а кто будет давать вот эти удары током. На самом деле этот жребий, конечно, был неверным, и вот этот испытуемый, истинный испытуемый, который не знал о целях эксперимента, он становился помощником профессора, который должен был нажимать на кнопку и подавать электрический ток испытуемому, который ошибается при повторении каких-то слов. А актер второй, он становился как будто бы по жребию, становился вот этим испытуемым, который должен был повторять слова.
Ну вот такая ситуация. 3 человека. Профессор, очень серьезный, в очках, в халате, бегает такой, говорит, что это важнейший эксперимент, очень важный, мы очень благодарны, что вы нам помогаете и так далее. Другой актер, испытуемый, который за стеклом, значит, сидит в кресле и должен повторять эти слова. И истинный испытуемый, реальный испытуемый, который нажимает на кнопку и подает ток. Начальная сила этого удара была равна 15 вольтам. И потом каждый следующий на 15 вольт больше. При этом профессор сказал, что этот испытуемый, вот там, где значит, ударяет ток по его там, руке или телу, да, там мы смазали определенным веществом, в общем-то это безопасно, снижает, ожогов не будет, и особенно болеть тоже. Ну так что-то не очень больно. Вот это все предварительные установки. И потом начинается эксперимент. Когда сила тока уже, напряжение доходило до 130, там, за 150 вольт, испытуемый, который нажимал, он уже начинал беспокоиться, потому что реакции звуковые этого актера, они были записаны на магнитофон, и он слышал, как он сначала просто говорил «ой», потом больно, потом он уже начал говорить «хватит». Этот испытуемый был, кстати сказать, прикреплен к креслу, он сам не мог уйти. Он должен был только с помощью профессора освободиться от этого кресла. И в итоге что получилось? Что очень многие испытуемые доходили до самого большого уровня, в 450 вольт. На самом деле человек не получал никакого тока, да? Понятно, что он ничего не получал, он там говорил эти слова, и он знал, когда надо ошибочно говорить, когда не ошибочно и так далее. И запись была актера, который изображал очень сильную боль, и потом он даже начинал просить, чтобы его отпустили, что он больше не может, ему очень плохо, и, пожалуйста, я не знал, что это так сложно. Но, к сожалению, 45% или даже 50% человек, которые не знали об истинном содержании эксперимента, они доходили до самой большой величины удара током. Им было очень неприятно, они потели, они ерзали. Некоторые из них говорили, может быть, мы прекратим у профессора, а профессор говорил, нет, ничего. Когда даже прекращались всякие звуки, то есть этот человек якобы уже в обмороке лежал, испытуемый спрашивал, может быть, мы прекратим, а профессор говорит, считайте, что отсутствие ответа – это ошибка. И увеличивайте дальше. И вот оказалось, что очень многие люди в этой ситуации, когда авторитетный человек что-то диктует, они могут участвовать в очень, так сказать, недобром деле. Очень многие критиковали Милгрома за этот эксперимент и говорили, что это большой стресс и так далее, но на самом деле он повторял эти эксперименты и спрашивал потом испытуемых, и только 1% испытуемых говорили, что они сожалеют о том, что участвовали. Для очень многих это было действительно очень важным открытием. О чем говорит этот эксперимент? О том, что иногда мы настолько поддаемся авторитету, что даже наши собственные понимания, и вот эта разделенная ответственность тоже. То есть я не один отвечаю за то, что происходит с этим человеком. Вот это профессор, да, это все происходит в университете и так далее. Но были, конечно, и те люди, которые отказывались и говорили, я больше не буду, я больше не хочу. И причем это не запрещалось. Никто не говорил, что вы не можете уйти из эксперимента. Просто профессор, конечно, играл такую роль, что это очень важно и так далее. То есть вот эта способность к подчинению, она тоже очень важна у многих людей. И иногда мы подчиняемся тому, что мы не считаем важным, нужным, добрым и вообще правильным. То есть вот этот целый ряд вот этих экспериментов говорит о том, что мы иногда о себе имеем представление недостаточно полное. Дело в том, что, конечно, в обычной спокойной ситуации никогда бы такого не случилось, но какие-то жизненные ситуации иногда ставят нас в такие условия, что нам очень трудно пойти, так сказать,
против какого-то авторитета или против группы и так далее. Но если с самого детства в нас воспитывали умение мыслить, да, умение задавать вопросы, понимать, что мы сами должны нести ответственность, то тогда с нами вот таких моментов не случилось бы. И последний эксперимент, о котором я скажу, тоже, может быть, вы его знаете. Филипп Зимбарди такой эксперимент сделал, где в течение недели студенты играли роль надзирателей и заключенных. И несмотря на то, что они прекрасно знали, что это эксперимент, со временем они должны были вести дневники. И это потрясающие записи в этих дневниках. Они говорили о том, что вначале это было забавно, интересно и так далее. А потом, допустим, надзиратели говорили, ну вот этот тип, он меня раздражает, он не захотел сегодня там поесть эту еду. Но я ему, так сказать, не позволю, чтобы он здесь нарушал правила и так далее. И в конце концов это чуть ли не к пыткам привело. Все там было очень похоже на правду, и свидания с родителями и так далее, обсуждение вот этих событий тюремных. И в конце, на самом деле, сама роль социальная, да, даже игровая роль, она диктовала человеку какие-то неприемлемые и нехарактерные для него формы поведения. Что также говорит о том, что мы можем быть зависимы от той роли, которую предлагает нам социальное общество. Мы принимаем иногда извне какие-то требования, которые, может быть, не согласуются с нашими внутренними установками. И завершить я хотела сегодняшнюю лекцию тем, что, зная вот эти феномены, да, группового давления, конформизма, способности к подчинению, да, некоторой агрессивности людей и так далее, какое поведение надо было бы формировать в наших детях, в себе самих? Вот в последнее время развивается такой подход, который способствует формированию так называемого ассертивного поведения. Ассертивное поведение. Если вот просто перевод с английского, то это означает напористость, но это не совсем определяет суть этого поведения. Речь идет о том, что в отличие от того, что очень многие люди выбирают агрессивный или пассивный способ поведения, ассертивность – это брать ответственность на себя. Когда человек находится в пассивной роли, он как бы говорит, что вы должны мною заняться, вы за меня отвечаете, потому что я слабый. Когда человек принимает агрессивную роль, агрессивную позицию в жизненных ситуациях, он как бы говорит, что вы должны мне подчиняться просто потому, что я сильный. Вы мне должны, потому что я сильный. А вот пассивный человек говорит, что вы мне должны, потому что я слабый. А человек с ассертивным поведением, он не считает, что кто-то кому-то должен. Не я вам не должен, но и вы мне не должны. Это человек, который берет ответственность на себя, ответственность за свои поступки, за свой выбор, за свою деятельность. И ассертивное поведение, оно характерно, для него характерны определенные моменты. Вот я хочу, чтобы вы их запомнили. Помимо того, что самое главное, это вот брать ответственность на себя и понимать, что то, как мы живем, прежде всего зависит от нас самих. Несмотря на всю важность нашего окружения, социальных условий и физических условий, уровня экономического развития и так далее, вот есть такое очень важное понятие в психологии – локус-контроль. Локус-контроль, когда источник, вот как бы результата, который мы имеем, все-таки прежде всего мы видим в самом себе. Наверное, в студентах вы часто встречаете, когда человек, который, допустим, не сдал экзамен, он говорит, что преподаватель несправедливый, учебник плохой, там еще что-то, билет плохой. То есть очень часто, да, вот эта неудача многими, большинством, мне кажется, объясняется внешними причинами.
И только некоторые говорят, что да, это все имеет место, но главное то, что я не вовремя собрался, я неправильно организовал свое время, я недостаточно глубоко там что-то изучил и так далее. И именно те, кто видят источник неудачи какой-то, во всяком случае, большую долю, да, причину этого в себе самом, они достигают наибольшего успеха. Потому что ожидать, что все вокруг изменится, мы не можем. Может быть, бывают такие вот везунчики, удачники и так далее. Но рассчитывать на себя – это гораздо более прогностически благоприятно. И вот люди с ассертивным поведением, у них внутренний локус-контроль. То есть вот это понимание того, что очень многое зависит от меня. Кстати сказать, я сейчас вспоминаю, что во время советско-американских еще исследований наших долгожителей была такая программа по исследованию долгожительства в Абхазии. И в том числе, помимо биологических, медицинских исследований, были и психологические исследования. Там были очень интересные результаты, когда пытались вот узнать, все-таки какой фактор наиболее важный и обеспечивает то, что человек живет достаточно длительное время. Помимо вот пищи, особенностей пищи, воздуха, природы и так далее, там были и ряд психологических моментов очень важных. В первую очередь это было то, что у пожилых людей в Абхазии есть свое уважаемое место в социальном отношении. То есть это люди, которые не выключены из социальных процессов, и семейных, и общинных, и так далее. Это очень важно было. И еще один момент, то, что эти все люди были с внутренним локус-контролем. То есть они все считали, что их удачи и неудачи по большому счету зависели от них. То есть вот эта активность позиции человека, это умение брать ответственность на себя, она влияет не только на то, что у нас более позитивный взгляд на жизнь формируется, но и даже на нашу длительность нашей жизни. Вот я хочу еще прочитать вам особенности вот этого ассертивного поведения. Значит, первое и главное – это умение принять ответственность на себя. Это проявление самоуважения и уважения к другим. Прежде всего, это проявление самоуважения, что вы уважаете себя, но вы понимаете, что такое же уважение должно быть и к другому человеку. Это эффективное общение. Что называется эффективным общением? Это честность, открытость, умение сказать свое мнение. Вот когда мы можем очень мило поговорить, и, кстати, вот у нас немножко это распространено в нашем обществе, когда то, что можно назвать лицемерием, да, очень приятно все, но это абсолютно не отражает наших, допустим, собственных суждений. Эффективное общение – это всегда честное общение, открытое, когда мы можем сказать даже мнение, которое не совпадает с мнением нашего собеседника или оппонента, но сказать таким образом, чтобы не унижать его и признавать как бы разность ваших оценок, не расстраивать его. Это проявление уверенности и позитивность установок. Но когда может быть эта уверенность? Это очень связано с профессионализмом. Если человек не является хорошим профессионалом, если он, профессионал, если это, допустим, просто какая-то семейная роль, то можно сказать, что владение всеми навыками, да, хорошая мать и так далее, хорошая хозяйка и так далее. То есть то, чем вы занимаетесь, вы должны этим заниматься хорошо. Это очень важная часть ассертивного поведения. Если речь идет о деятельности в какой-то профессиональной сфере, то речь идет о том, что ассертивность поведения может быть построена только на хорошем, глубоком профессионализме. Это умение внимательно слушать и понимать другую точку зрения. Вот то, что связано, помните, с огруплением мышления. Человек с ассертивным поведением, он не станет жертвой вот этого огрупления мышления, потому что он
не отбрасывает чужую точку зрения, которая отличается или противоречит его, а он изучает причины, он изучает, почему существует другое мнение, на чем оно основано. Это умение вести переговоры – это способность достижения консенсуса и иногда даже рабочего компромисса. Это тоже очень важная часть, потому что не может быть абсолютного везде совпадения и единомыслия. И с другой стороны, ассертивный человек имеет право, он сам себе позволяет говорить о своих чувствах, иногда ошибаться, говорить «да» и «нет», и иногда даже менять свое мнение. Вот это какая-то внутренняя свобода, внутренняя убежденность, вот потому, может быть, говорится о том, что само название, вот эта напористость, но напористость в позитивном плане. Я вам всем желаю этой напористости во владении вашими знаниями, вашей профессией, и тем, чтобы вы, зная вот эти подводные камни нашего социального общения, наших установок, давления группового, да, чтобы вы все эти подводные камни успешно избегали бы. Спасибо. Я думаю, что вы услышали очень многое такое, которое никогда не слышали, правда же? Вот, и я тоже вроде бы уже очень взрослый человек, а вы-то молодые, но все равно, вот скажем, теория формирования нравственности Кольберга. А Роджерс, я слышала, правда, но я не знала о его недирективной психотерапии, об этом я узнала. Но о групповом давлении, конечно, я уже должна это знать. Групповое давление может быть и позитивным, мы знаем, правда же это? Если правильно организовать работу, если главное не ограничивать доступ информации, если смотреть на вопрос с разных точек зрения, то группа может приходить к замечательным решениям. Это не значит, что вот надо их избегать, но просто обязательно знать, что такой феномен существует, и создавать такие условия, чтобы меньше было бы возможности приходить к ложным выводам. Очень созвучно сегодня, наверное, с нашей лекцией слова, которые в свое время сказал французский писатель Жан-Поль Сартр, который говорил, что одаренный человек должен сделать выбор в пользу собственного проекта. Это была кафедра лекции на абхазском телевидении. Спасибо.